Исцеление с помощью хомуса. В Москве все популярнее становится направление в органотерапии. Концерты медитации в столице проводит наша соотечественница, хомусистка Алена Подлужная-Утай. В чем секрет такой терапии и как якутская музыка влияет на москвичей, узнавал Максим Кардозу. Именно то, что доктор прописал. Так говорят зрители о концертах-медитациях Алены Подлужной-Утай. В исполнении виртуоза якутский хомус не только завораживает, он наполняет невероятной энергетикой всех присутствующих. Такое ощущение, что прошло такое полное освобождение всего того, что нагружает тебя в жизни каждый день, потому что столько трудностей, сложностей, погружаясь вот в атмосферу концерта, создается впечатление, что ты от всего этого очищаешься, реально освобождаешься. Ученые в самых разных странах говорят о том, что варган – это не просто музыкальный инструмент. Эксперты уверяют, особые вибрации хомуса нормализуют пульс, кровяное давление, избавляют от головной боли. А в интернете можно найти огромное количество роликов, где блогеры рассказывают о полезных свойствах варганотерапии. Суть в том, что все болезни с точки зрения варганотерапии суть живые существа. Болезни, как живые существа, могут рождаться, возникать, развиваться, порождать новые, но могут и умирать. Сама Алена считает, самое ценное, что может получить человек, слушающий хомус, это эмоции. И это работает в любом уголке мира. Люди, ни для кого не секрет, испокон веков чувствуют особое воздействие хомуса на душу, на тело. То есть его вибрации делают нас явно добрее, лучше. Люди, бывают, плачут на концертах, но они очищаются. То есть это не слезы горя, а вот именно слезы счастья. Обнимают и очень благодарят. Но я говорю, благодарите наш хомус, потому что это действительно ключик к нашему добру и сердцу. Обычно во время варганотерапии количество участников ограничено, но желающих так много, что залы заполняются до отказа. Например, сегодня послушать хомус и погрузиться в мир якутских духов пришло 80 человек. Этот маленький поклонник – частый гость на концертах Алены. Трехлетний Артур самостоятельно нашел в интернете ее выступление. И ему так понравилось, что теперь со своим маленьким хомусом и бубном он не расстается. Начал играть на хомусе, сам его никто не учил. Вот даже попросил на Новый год купить ему бубен. И вот из всех хомусистов, которые там их множество в Ютьюбе, он выделил Алену. И теперь вот, значит, у него есть свой бубен, хомус, он играет. На концерты медитации Алены Подлужной ходят не только москвичи. Люди специально приезжают в столицу из самых разных городов, только чтобы услышать якутский хомус и познакомиться поближе с культурой народа Саха. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва.